Үтө күн болохтун күндү жокускай корат, жохон маны олуқтақтыры. Кулун тутар сүйірбақсыз күнігер биһиги кораппыт бахалыгын талыахпыт. Тус бәйем опыттах, үләхет, онна кыржыксыт кихи коласпын беряхпен бағарабын. Ол әрі мұнарырым әлбәх. Билигин да бұхарын аликпин. Сүйісті стебіттәғар бейді көрбіт ордук дейлер. Ол сананын салайттаран бүгін корат бахалыгар тутулуга соқ кандидаты Виталий Валерьевич Обедины кепсетиге ыңырдым. Виталий Валерьевич, Утёкин. Утёкин. Сегодня я хочу задать вам вопросы, которые волнуют меня как представителя Саха, народа Саха, многодетную маму и члена нескольких общественных организаций. Во-первых, я хочу узнать, как вы собираетесь поддерживать атмосферу взаимного межкультурного уважения в нашем многонациональном городе. Поддерживать искусственную атмосферу нет необходимости. Город у нас давно сложившийся, в нем сплетено много национальностей, много народов проживает. И, как правило, мы уживаемся с друг другом хорошо. К сожалению, иногда происходят отдельные эксцессы, которые вызывают между людьми напряжение. Ну вот надо для того, чтобы атмосфера поддерживалась, по возможности избегать таких эксцессов. Ну, к сожалению, не всегда это получается. Вот выборы – одна из причин, по которой иногда у нас всплывают межнациональные отношения, потому что люди начинают склонять друг друга голосовать по национальному признаку. Это не очень хорошо. Я считаю, что это очень ошибочная тактика и стратегия. Она, может быть, она какие-то сиюминутные выгоды и даст, но в конечном итоге вот эту самую атмосферу, о которой вы говорите, ухудшает. На фоне интенсивной миграции все равно возникают вопросы сохранения, развития языковой, территориальной целостности. Да? Как вы намерены регулировать миграционный вопрос, скажем так? Город сам миграционное законодательство не принимает и не изменяет. Это дело республики. Республиканские власти ежегодно выделяют определенное количество квот для работодателей на завоз иностранной рабочей силы. И исходя из этого у нас приезжает определенное количество трудовых мигрантов. Я за то, чтобы в город Якутск в первую очередь создавал рабочие места собственно, для жителей города Якутска, для коренных жителей. Потому что из 18 миллиардов рублей бюджета города Якутска 10 миллиардов рублей это республика дает, а 8 миллиардов рублей собственные доходы. Из этих 8 миллиардов 5 миллиардов это НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц. НДФЛ платят люди, которые здесь зарегистрированы, здесь живут и работают, то есть горожане. Вот поэтому я считаю, что рабочие места в первую очередь нужно создавать для горожан. А мигранты, это дешевая рабочая сила, они выгодны работодателям, но если вести, то лучше вести только узких специалистов, которые нам нужны. При том высоком уровне безработицы, который у нас есть, в целом по республике более 7%, это не считая скрытой безработицы, мне кажется, важнее создавать условия преференции для своих. К сожалению, еще раз повторюсь, власти города самостоятельно просто миграционную или антимиграционную политику не ведут. Мы не можем закрыть город, ограничить приток людей из других стран или из-за пределов республики. Поэтому можем только создавать зеленую улицу, зеленый свет местным бизнесменам. Спасибо. И, конечно, вести борьбу с нелегальным предпринимательством. И здесь надо признать, что нелегальное предпринимательство в массе своей как раз представители наших гостей из Центральной Азии, Средней Азии и южных республик. Спасибо за исчерпывающий ответ. Следующий вопрос касается обеспечения города образовательными учреждениями, обучающими на родном языке. Спрос очень большой. Родителям приходится иногда прямо покупать прописку, скажем так, грубо говоря, да? Прописываться за деньги, покупать квартиру в районе, на котором находится школа, да? Вот, к сожалению, такое происходит до сих пор. Как вы думаете, почему не решается этот вопрос?
Ну, я не думаю, что он не решается в силу вот каких-то, ну, что кто-то сознательно его мешает решить. Потому что руководство республики у нас коренной национальности. Предыдущий мэр города была Саха. То есть такого, чтобы кто-то стоял и специально не пропускал сознательное решение этого вопроса во власти, такого нет. У нас есть одна общая причина и беда. Это нехватка вообще школьных помещений и классных помещений. У нас сегодня все школы переполнены. И даже в таких условиях в 2015 году было принято решение школу на 203 микрорайоне отдать под национальную. Так появилась АИКГТ. Это вызвало определенные там вопросы, потому что 203 микрорайон строился же на 11 тысяч человек, там 11 тысяч человек живет, и там одна 33-я школа, которая переполнена была еще до строительства 203 микрорайона. И школу, которую там строили, изначально планировали сделать как общеобразовательную. И когда ее сделали школой на якутском языке, и туда запись пошла со всего города, получилось так, что жители микрорайона оказались, им некуда стало водить детей, и это породило определенное напряжение. Но я считаю, что действительно, конечно, нужны школы на национальном языке. Это конституционное право граждан. И тем более, что язык, да, государственный. У нас, кстати, еще есть третий язык официальный, рабочий. В свое время Михаил Ефимович Николаев подписал указ, по которому английский язык объявлялся на территории республики рабочим языком, и этот указ до сих пор не отменен. Так что официально у нас еще есть и рабочий язык. А возвращаясь к этому вопросу, я считаю, что пока мы не можем решить вопрос со строительством вот прям новых зданий для школ, одно из которых, или два из которых, три, можно было бы отдать под новые якутские школы, нужно решать вопрос с комплектацией якутских классов. Потому что я общаюсь с людьми, мне рассказывают, что человек приходит в школу и говорит, что я хочу, чтобы мой ребенок учился на якутском. Ему говорят, что очень хорошо, но у нас пока нет достаточного количества заявлений, чтобы сформировать якутский класс. А где эти заявления собираются, по какому принципу, есть ли вообще обращение, это непонятно. Я думаю, что нужно сделать что-то вроде программы на уровне управления образования города Якутска, которая бы вела учет таких заявлений и, соответственно, формировала требования. Если набирается определенное количество детей, например, больше 20, может быть, больше 25, учитывая, что у нас классы сильно переполненные, которые хотят обучаться на якутском языке, руководству школы необходимо изыскать возможность такой класс ввести. Конечно, если бы у нас можно было взять и построить в городе Якутске 30-35 новых школ, закрыть этот вопрос, закрыть вопрос вообще с переполненностью классов, с переполненностью школ, можно было и выделить там 1/5, например, этих школ, там, до 6 школ под образование. Потому что люди же говорят не только под образование на якутском языке, люди же говорят не только о проблеме именно обучения на якутском языке, в якутском классе. Они же хотят, многие родители хотят, чтобы ребенок обучался именно в полной языковой среде, и чтобы сам учебный процесс был адаптирован под элементы культуры, учитывал какие-то, возможно, там дополнительные предметы, которые сейчас в лучшем случае проходятся факультативно: история края, краеведение. Поэтому этот вопрос надо учитывать. Возможно. Я когда вот встречаюсь с избирателями и рассказываю о своих планах, я говорю, что у меня после выборов первое, чем я займусь, это я буду проводить отраслевые совещания, вот, в том числе с работниками образования, и буду ставить с ними этот вопрос. Возможно, нам нужна некая муниципальная программа по развитию, по сохранению национального языка в городе Якутске. Правильно заметили, что заявления с указанием желаемого языка обучения нигде не собираются, не регистрируются, да? Я думаю, это несложно организовать, такой порядок сбора. И у нас будет уже и какой-то массив данных, аналитика, исходя из которых можно принимать уже решения в области образования. Они должны, вот эти заявления, как бы собираться в школе, в образовательном учреждении, но там зависит от директора, зависит от директора или там от завуча, да, которые... Вот поэтому все-таки не в школе они должны дублироваться в управлении образования, чтобы действительно директор может не захотеть, например, это же формировать отдельный новый класс, это надо выбивать ставку для педагога, классного руководителя, плюс нужен педагог, который говорит именно на языке Саха, то есть директора и завучи могут быть не заинтересованы в том, что вести такие заявки, поэтому лучше, если они будут дублироваться в управлении образования, чтобы в муниципалитете знали, и чтобы муниципалитет мог сказать, вот у нас по такой-то школе
школе, набралось такое-то количество обращений от родителей с детьми-погодками, есть необходимость в формировании якутского класса, пригласить директора и обсудить, чем город может помочь, чтобы такой класс появился. Лучше, чтобы заявления собирались в муниципалитете. Да. Да. И потом уже заявка шла в образовательное учреждение. Спасибо. Так, следующий вопрос касается частных секторов нашего города. Вы имеете в виду частично благоустроенного, Да, ну, да, где да. граждане живут Да. ИЖС, там. Да. Ага. Как их что лучше назвать? Ну да, Частный сектор частный же? сектор, да, Ага, называют, частный ага. сектор. Я просто уточнил для себя. Ага. Вот почему я задаю этот вопрос, да? Это тоже опять-таки касается социального уровня населения, да? Ага. Финансовых возможностей молодых семей, миграции опять-таки касается. Вот я сама жила много лет в частном секторе, ага, и была свидетелем того, как расширяется вот район, дачный, скажем так, да, ага, и очень много молодых семей строятся и по разным причинам живут в таких отдаленных дачных районах. В основном это якутские семьи. В этих районах не ведется статистика там, пребывания, да, увеличение количества жителей, детей, сколько детей живет в этом районе, да, и, соответственно, не решаются вот какие-то вот социальные вопросы. Как вы организовали бы работу в этом направлении? Вот как раз накануне у меня была встреча в так называемом условном микрорайоне Северный, это где там земли многодетным семьям выделяют за Мархой. И там выделено большое количество земельных участков, подразумевается, что будет масштабная застройка, и там власти, учитывая, что это плановое выделение, они там запланировали строительство и детских садиков, по крайней мере, обещали в 2017 году, обещали строительство детских садиков, строительство социальных объектов. То есть это показывает, что при должном планировании вопросы такие должны сниматься на начальном этапе. И я считаю, что нужен более плотный контроль за застройкой частного сектора, потому что мы же видим количество участков. Собрать, вот вы говорите, статистика не собирается, но собрать на самом деле данные количества проживающих не так сложно. Тем более в наш век цифровизации, когда все базы данных легко формируются, пополняются, обновляются. И с учетом того, как на душу населения же должен прилагаться определенное количество социальных услуг, вот с учетом этого нужно все-таки, конечно, планировать при развитии ЧБ-сектора появление каких-то социальных объектов. Это первый момент. Второй момент, я считаю, что гражданам необходимо проявлять, в свою очередь, инициативу и помогать формировать свои органы власти. Они предусмотрены федеральным законодательством. Я говорю про территориальные органы самоуправления, про ТОСы. Вот для частного сектора, мне кажется, это оптимальная форма взаимодействия, потому что ТОС обладает набором прав, небольшим набором обязанностей. ТОС может претендовать на получение бюджетного финансирования для решения определенных вопросов. И, собственно, это форма самоорганизации, которая позволяет гражданам активно ставить перед муниципалитетом свои вопросы и их отслеживать. Вот в том же Северном ТОС будет. И я предлагаю в экспериментальном порядке такие органы создавать в частном секторе и пытаться взаимодействовать с муниципалитетом. Пока вот вижу так, глубже вникнув в ситуацию, возможно, появятся дополнительные шаги решения. Да, правильно заметили, что людям нужно проявлять активность, да, ну и, конечно, самим жителям. еще важный момент, конечно, муниципалитету нельзя устраняться, собственно, от проблемы, мотивировать тем, что частный сектор, у нас же это очень легко говорится, что это частный сектор, там нет муниципального жилья, там люди сами должны как-то решать свои вопросы, это неправильно. Вот тот же вопрос с мусором, например, да, частный сектор формально должен сам вывозить мусор, но обустроить санитарную точку для того, чтобы люди не разбрасывали мусор по округе, или, там, и имели место, куда его из своего дома вывести, в ближайшем месте организованно сбросить, это задача муниципалитета. Потому что лучше ты вложишься, обустроишь нормальную точку и приучишь граждан туда бросать мусор, а через какое-то время можно поставить вопрос о введении платы за содержание этой точки. Но на первом этапе пусть это будет полностью содержание за счет города, но это лучше, чем копить мусор и разбрасывать его по своим же улицам, по которым потом люди будут ходить. В тот случай, когда надо идти навстречу.
Еще один вопрос касается вот благоустройства участков, выданных многодетным. Мне выдали участок. Приведу личный пример. Я уже говорила, что я многодетная мама, и в 2009 году выдали участок между Тулагина и Кельдямцами. И, значит, в 2009 году выдали, дочке уже 11 лет, а территория вот эта выданная, да, многодетным, Вы так она там никак не застроились? Нет, конечно. Земля как лежит голая, так никто не застроился. Не только я, но и все, кто получили вот эти участки. Там нет электричества, нет газификации. Решение о предоставлении многодетным семьям земельных участков было, конечно, таким благим, но в итоге поступили по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». То есть дали земли там, где нет инфраструктуры, куда не подведены толком дороги, нет коммуникации. И да, это большая проблема. И да, ее нужно решать. Нужно смотреть ресурсы. Мне вот очень легко как бы пообещать, да, все, стану мэром, я обязательно там протяну туда, поставлю ЛЭПы, протяну провода, заведу воду, подведу газ. Но в каждом конкретном случае таких же участков у нас, вот я про тот же Северный говорил, таких участков у нас, не участков, а зон города, где выделяются участки многодетным, несколько. И хватит ли ресурсов на все, я сейчас вот не готов, не могу сказать, потому что знаю, что очень тяжелое финансовое положение у города. Это 4 миллиарда внешнего долга и больше 400 миллионов рублей дефицита бюджета. Поэтому просто взять, пообещать нельзя. Но обязательно буду смотреть. У меня вообще в плане есть создание такой вещи, как Координационный совет по развитию пригородных территорий. Потому что пригороды, я считаю, недополучают внимания со стороны органов власти, брошены зачастую на самовыживание. Обслуживаются по вторичному принципу, и это, конечно, безусловно, недопустимо. Мы создадим постоянно действующий координационный совет, в него войдут представители пригородных территорий, общественники, активисты, будем постоянно встречаться и разрабатывать план развития по каждому. И вот Тулагина и Кельдямцы тоже, с учетом того, что там земли выделены, что между этими городскими микрорайонами есть земли, которые выделены многодетным, и потенциально там должен вырасти такой большой довольно-таки жилой массив. Тем более, что этот вопрос надо решать еще и по одной простой причине, что городу уже нужно расширяться. У нас численность населения очень быстро растет. Специалисты предрекают, что она будет через 10 лет, что у нас будет 500 000, то есть почти половина республики будет жить в городе Якутске. А он очень тесный, скучен, и большое количество территорий закрыто из-за такого различного зонирования. Например, вдоль Покровского тракта стоят зоны подтопления, там нельзя строить ИЖС, нельзя развивать бизнес, пока не проведут дноукрепительные работы. Вот начиная от Кальвица, у нас 7-я шумовая подзона, нельзя строить жилье, опять же, вот 17-й квартал, например, там жить, по идее, нельзя. Вот сносить и строить там уже нельзя жилье из объявления 7-й шумовой подзоны. И вот земель, казалось бы, много, но часть земель — это земли сельхозназначения, и Минсельхоз их так трепетно охраняет, никому не отдает под застройку, под развитие, хотя у нас как такового агропояса вокруг города, к сожалению, не сложилось. Часть земель находится признаны лесными массивами и принадлежат федерации, на федеральном уровне находятся, их тоже городу не отдают. Поэтому, возможно, развитие вот в направлении вот этих сегодня необитаемых малолюдных земель, которые бросили многодетным, возможно, это будет нужный и правильный шаг. Будем смотреть, будем вносить поправки в стратегию развития города Якутска. Я считаю, что это очень некорректное отношение к многодетным, когда с ними поступают по остаточному принципу. Да. Я согласна. Будем Спасибо. надеяться. Дочке уже 11. Я не знаю, что делать с этой землей. Эти налоги-то оплачиваем. Налоги оплачиваете? Да, сколько? 11 лет оплачиваем налоги. Но картина не меняется. Будем надеяться. Так, далее извечный вопрос о маршрутных автобусах. Я лично сама, человек с активной жизненной позицией. Я многократно жаловалась на антисанитарию в салонах автобусов, на низкие температуры в зимнее время года, на неприемлемое поведение водителей, на маршруты, которые составлены по принципу «собери много денег». Но, к сожалению, толку было мало. Что делать?
Смотрите, у нас частные перевозки, вернее вообще пассажирские перевозки отданы на откуп частной инициативе. И так получилось, что за прошедшие годы сложились маршруты, на них сложились бригады. Все эти бригады сведены в одно ООО, «Союз авто». И, в общем, этот рынок застыл, и в нем нет конкуренции. Она есть только между отдельными водителями, которые гонятся, там друг друга подрезают, да и то этого стало меньше в последнее время. Вот на этом рынке нет конкуренции, поэтому он не развивается, поэтому к качеству не стремятся. При этом мэрия водителей автобусов довольно хорошо поддерживала. У них даже была отдельная кредитная линия в Фонде развития города Якутска. Им предоставлялись кредиты на льготных условиях в большей сумме, чем обычным предпринимателям. Предприниматели получали 3 миллиона, водители, автобусникам давали 4. И срок возврата кредита у них был длиннее, для того, чтобы они только могли покупать новые автобусы, заводить их на линии. То есть сказать, что город их не поддерживал, неправда. Но вот наш муниципальный автобусный парк ЯПАК, да, он как бы сидит только на дачных маршрутах, в город не идет, конкуренции нет, развития рынка нет. Иногда только идет конфликтная ситуация с муниципалитетом по поводу повышения или понижения тарифа на проезд. Ну, последний раз, вы знаете, повысили на 2 рубля. В 2018 году Сардана Владимировна понизила на 2 рубля. В 2021 году при ее новом преемнике тарифы повысились на те же 2 рубля. Ну, то есть вернулись в цены 2018 года. Что можно сделать для того, чтобы улучшить это, в том числе повлиять на качество? Ну, я считаю, что нужна здоровая конкуренция. Наверное, нужно пересмотреть конкурсные условия. Вот все маршруты, на которые бригады выходят, они формально выставляются на конкурс. Этот конкурс выигрывает бригада, и она должна соответствовать конкурсным требованиям. Возможно, нам нужно посмотреть, изменить конкурсные требования для того, чтобы участие могла принимать не только уже сформировавшаяся бригада, но и дополнительно. Например, несколько там парней из УУСов собрались, договорились между собой, скинулись деньгами, купили автобусы, зашли. Я смотрел ситуацию с городом, ну вот есть аналог Якутска, город похож, правда, он в Подмосковье находится, но по количеству жителей, там, по некоторым параметрам он похож на Якутск, Обнинск. Вот. Там, благодаря тому, что изменили систему конкурса на муниципальных маршрутах, на маршрутах общественного транспорта зашли иногородние фирмы, началась очень жесткая конкуренция, и в результате сегодня там на некоторых маршрутах предприниматели платят мэрии за право обслуживать. То есть они платят, там, самый интересный конкурс у них был, по итогам которого, там, 12 или 13 маршрут, по итогам которого предприниматели, бригадиры платят городу за право возить людей 7 миллионов, и потом год работают. А до этого у них была практика, когда наоборот город предлагал за обслуживание маршрута 1 миллион. То есть вот конкуренция что может сделать? И, соответственно, конкуренция требует и повышения качества. То есть, если у тебя все автобусы грязные, убитые, ты можешь конкурсные условия не пройти, если есть другая фирма, готовая тебя заменить. Сегодня они все поделили, других фирм просто нет. И они снова из года в год продляют право обслуживать эти маршруты, ничего не меняется. Ну, надо попробовать создать такую конкуренцию. Может быть, из автобусов ЕПАКа можно, например. Может быть, действительно появится несколько предпринимателей, захотят объединиться и войти в этот рынок. Кроме того, есть идея Владимира Юрьевича Федорова, моего соратника, с которым мы вместе ведем эту избирательную кампанию, о том, чтобы попробовать запустить в городе маршрутные такси. То есть пусть наряду с пазиками, для того, чтобы разгрузить пассажирский поток, пусть циркулируют небольшие юркие эти газели. Может, там стоимость билетов может быть выше, может быть, наоборот, ниже, интервал чаще. Это позволит... в больших городах они же используются? Да, в больших городах они используются, да и в маленьких тоже используются. Это позволит, во-первых, создать альтернативные маршруты, может быть, более длинные, более удобные для горожан, вот о чем вы говорили, что... Может, наоборот, более короткие? Или, наоборот, более короткие. Будем смотреть. Например, у нас же есть сейчас ситуация, когда люди просят, отправьте туда автобус, он там до нас не доходит, не доезжает, или к нам не заворачивает. Вот можно вот эти вот недостатки на основании обращений граждан попробовать закрыть при помощи маршрутных такси. Посмотрим. Есть разные варианты, есть формы эксперимента. Будем изучать. Вот основной смысл, который я хочу внести в новую мэрию, это не открещиваться от проблемы, если ее нельзя решить в лоб сразу, а искать какие-то дополнительные варианты, дополнительные альтернативные пути решения. Можно попробовать через изменение конкурсной документации, попробовать через внедрение конкуренции за счет создания маршрутных такси.
Может быть, ЕПАК откроет там кредитную линию, например, привлечет и заберет себе 1-2 маршрута в экспериментальном порядке и запустит там, скажем, не пазики, а большие автобусы. Мгм. Ну, я считаю, что вот эти пазики, да, ага, не подходят для наших условий, для перевозки пассажиров. Вот эти пазики, они все старые уже. Ага. Зимой они очень холодные, летом они очень жаркие. В них очень жарко, зимой в них очень холодно. Поэтому я надеюсь искренне, что придут другие автобусы, будут составлены другие, более удобные маршруты, и культура обслуживания наконец повысится. Насчет культуры обслуживания, у нас же есть отдел транспорта, он должен контролировать культуру обслуживания. Если поступают жалобы от населения, конечно, с водителем надо разбираться. Но тут следует учесть, вот вы в самом начале спрашивали меня про миграцию, что у нас, по-моему, 2/3 водителей в частных автобусах являются мигрантами. Да. В свое время я предлагал еще при Юрии Вадимовиче Заболеве, при мэрии города Якутска, я предлагал в конкурсную документацию поставить пункт о требовании, чтобы у водителей были права российского образца. Это бы большинство мигрантов не позволило из-за баранку автобусов. Но тогда был директором Союз авто Сергей Максимов, он прям костьми лег, чтобы этот пункт не прошел, и главный лозунг был о том, что если такое требование ввести, то 2/3 автобусов встанет просто, потому что их не будет некому водить, потому что там везде сидят мигранты. Но я не думаю, что у нас нет якутских мужиков с правами нужной категории, которые бы не заменили их. Должны быть. Конечно. Если хорошо организовать, можно их собрать, я думаю. Так, следующий вопрос не из приятных. Это бомжи и бродячие собаки. Как сделать лучше людей, а собак меньше? Очень сложный вопрос, что по очень собакам, сложный. что по бомжам. Но если по собакам у меня хоть какое-то представление есть о решении вопроса, то с бомжами будет тяжелее, потому что человек обладает свободой воли и правом выбора. И если человек выбирает себе вот такую жизнь, ничего не делать, нигде не жить, ничем не заниматься, клянчить мелочь и пить беспробудно, запретить ему это делать нельзя. Собаку-то можно принудительно отловить, а что с бомжом? Вытрезвителей нет, муниципальных ночлежек нет. Благотворительных миссий, как в западных странах, у нас нет. Что делать с бомжом? Ладно, если человек хочет социализироваться, если человек стал вот таким не от своего желания, а потому что там, например, пожар случился, у него сгорели все документы, погибла семья, он впал в депрессию, значит, и бросил, махнул на все рукой, запил, но у него есть желание вернуться к нормальной жизни. Тогда можно попытаться постараться помочь. Можно восстановить документы, можно поискать какую-то дальнюю родню или близкую родню, чтобы они помогли человеку встать на ноги. А если он просто характер такой, и он плывет по течению, я честно не совсем еще представляю, что с ним делать. В советское время была статья за тунеядство и статья за бродяжничество. Но сегодня таких статей в Уголовном кодексе нет, и что с ними сделать? Их можно забирать только в полицию, только в случае, если они нарушают общественный порядок. Они, конечно, одним своим видом нарушают общественный порядок, но даже полицейские с ними лишний раз стараются не справиться. Что они сделают? Привезут в обезьянник, он там провоняет весь отдел, и потом его выбнут, и он вернется опять там, где был. Поэтому с бомжами тяжелая ситуация. Почему они оккупировали центр города? Потому что периодически в районе автовокзала устраивали им раздачу бесплатных обедов. С одной стороны, это хорошо, потому что люди же живые. Как бы он неприятно не выглядел, но живой человек. И бросить его просто так, неправильно. Им устраивали эти обеды, и они так привыкли там обитать, что превратили такой автовокзал в бомжград. Еще и нашли себе место, чтобы в тепле находиться, эти теплые остановки. Теплые остановки, да. Их опять хотели как лучше, получилось как всегда. Честно, буду думать. Я в свое время еще до выдвижения кандидатом предлагал мэрии, слушайте, если они вот спят и лезут в эту теплую остановку, не дают там людям нормально работать, давайте мы рядом поставим металлический короб, похожий на остановку, поставим там камеры, чтобы полиция могла хотя бы контролировать, что там смертоубийства не будет, и подвести отопление, пусть они там хотя бы с глаз долой хотя бы могут переночевать, лучше, чем на улице в канаве замерзнуть. Но с учетом нашего климата это очень даже это просто навскидку вариант, я тогда не собирался в мэры, это был
просто способ убрать их хотя бы с теплой остановки. В западных странах как действуют эти ночлежки? Это же просто место, куда люди, эти бомжи, приходят переночевать, чтобы они тупо не замерзли ночью от холода. Да. Ну, возможно, стоит пойти по этому принципу. Это небольшие расходы, их муниципалитет может потянуть. Другое дело, что если там минимальный надзор не вести, то это в скором времени, я не знаю, во что превращится, в какую-то безумную клоаку, то есть все-таки контроль там какой-то должен быть. Конечно. Это что касается бомжей. С собаками чуть проще, потому что с собаками хотя бы понятно, что можно сделать. Да, есть вот этот плохой закон Бурматова, на который у нас сейчас очень любят ссылаться чиновники и объяснять, почему собачий вопрос не решается. Вот собаки. Бурматов принял плохой закон, мы теперь не можем собак отстреливать и усыплять. Все, мы ничего не можем, мы складываем руки, потому что денег на решение этого вопроса нет. Ну, во-первых, собачья проблема появилась задолго до закона Бурматова. Он вступил в силу в 2020 году, в январе 2020 года, в прошлом году. А проблему собак озвучивали гораздо раньше. Я копался в архивах и, например, нашел предвыборный дневник на ЕКТРУ Айсена Сергеевича Николаева, где он давал предвыборное обещание, он говорил, что очень часто на моих встречах, я провел больше 200 встреч, люди обращаются с требованием решить собачий вопрос. Этот вопрос назрел, перезрел, собаки представляют угрозу, я его решу. Это было сказано 26 марта 2012 года. Еще никаким Бурматовым не пахло. С тех пор Айсен Сергеевич 2 раза побыл мэром, теперь в Рио главы республики, а собачий вопрос так и остался. Почему он остался? Мне кажется, потому что, во-первых, здесь хватает приписок. Я поднимал данные по количеству отловленных собак, о которых рапортует мэрия. Они в среднем отлавливают в год 4000 собак. Это означает что? Это означает, что каждый день в пункт передержки на Чеченко должны поступать 11 псов. 11 псов. Но такого количества собак не поступает. Откуда они берут эти цифры? Вот сейчас, когда у нас начались выборы, было объявлено внезапно об усилении, появились дополнительные машины и автобусы, их там обклеили баннерной тканью, что вот отлов собак. И потом они рапортуют, что они за ударную работу за 5 дней отловили 40 собак. Слушайте, если вы ударной работой отловили 40 собак за 5 дней, то у вас получается 8 собак. Это опять не те же 11, о которых вы отчитываетесь. Ну, явно приписки. Первый момент. То есть с этим надо разобраться. Стай много, но количество собак явно завышено. Второй момент. Нужно более правильно ориентировать работу городских служб на прием заявления населения о собачьих стаях. Я вот вчера на Гагарина с людьми общался, там говорят, вот у нас там стая бегала, мы позвонили в МУП жилкомсервис, пожаловались, там вроде заявку взяли, приехал человек, значит, посидел, на собак посмотрел, покурил, уехал, даже не пытался их ловить. И наверняка же отчитались за выезд, за вызов. Должен быть более предметный контроль, должен быть более жесткий контроль, то есть заявка, принятая от населения и сколько собак было отловлено по итогам, и вплоть до ее снятия. Это позволит нам и заодно и с приписками бороться, и оперативно убирать стаи. Третий момент. Действительно, по закону Бурматова должна действовать система ОСВ – отлов, стерилизация, возврат. Но не все собаки должны возвращаться обратно на улицы, в естественную среду обитания. Ну, для них в естественную среду обитания. В этом же законе прописано, что агрессивные особи не должны возвращаться на улицу. Собака, которую признали агрессивной и опасной для человека, то есть, ну, во-первых, это крупные, да, собака, способная повалить, там, сильно искусать, и злой пес, такие должны, нельзя их усыплять, но они должны содержаться пожизненно. Это, конечно, большие расходы, Очень большие. Но, коль скоро это надо делать, лучше уж потратить лишний рубль, чем вернуть эту собаку на улицу, чтобы она рано или поздно, неважно, что ее стерилизовали, там, кастрировали, неважно, что у нее чип в ухе, если это здоровенный злой пес, его вы вернули на улицу, он покусает, он рано или поздно покусает детей. Тем более, что у сук стерилизованных после 3 лет, наоборот, агрессивный порог вырастает. Ну, так специалисты говорят, исследования такие. Поэтому для агрессивных собак построить питомник мы должны. Мэрия называет какие-то безумные цифры, в позапрошлом году называли, более 200 миллионов, нет, чуть меньше 200 миллионов рублей на приют, рассчитанный на 800 животных без пожизненного содержания. Это получается 240 тысяч рублей на собачье место в год, 20 тысяч в месяц, больше МРОТа, но это какие-то безумные цифры, надо пересматривать. Но приют для содержания агрессивных животных должен быть. Именно для агрессивных? Да. А как усилить ответственность людей, хозяев? Потому что, насколько я знаю, да, очень просто. Очень просто взять собаку и выкинуть, вот для некоторых. Самое сложное – воспитывать людей. Поэтому педагоги и воспитатели – самые уважаемые профессии.
Очень легко сказать, что вот надо ввести драконовские штрафы. Очень легко сказать, но у нас сегодня нет полномочий для того, чтобы большие драконовские штрафы вводить, такие, чтобы действительно людей заставили задуматься. Хорошо было бы ввести ограничения на заведение крупных пород собак. Одно дело, когда человек выкидывает баллонку, которая там может только жалость вызвать у человека и никакого вреда ему не нанесет. Другое дело, когда выкидывают какого-нибудь алабая в неплановой вязке, который вот, ну, как заряженное оружие по улицам бегает. То есть должно быть хорошо бы ввести ограничения на крупные породы собак. И не обязательно бойцовских, потому что здесь категория размыта именно на крупных породах собак. Ну и, конечно, все время вот в интернете люди советуют, что надо вводить налог на владельцев домашних животных. Для того, чтобы вводить налог на владельцев животных, необходимо, чтобы они их декларировали. Да. У нас сегодня это исключительно добровольное. Да. Исключительно добровольное, да. Ну, вот легко говорить, повышать сознательность. Ну, и трудно научить быть хорошим, ответственным человеком. Поэтому попробовать надо поработать с ТСЖ. Чтобы... С ветеринарными клиниками, может быть? Ну, ветеринарные клиники — это довольно дорогие услуги. Если ты ответственный хозяин, ты, конечно, в клинику обращаешься и расходы несешь. Да. Если ты безответственный хозяин, то тебя никто не заставит за животное платить. Я имею в виду поработать с ТСЖ, чтобы точно. Старосты домов, они же знают, они общаются со всеми, знают, кто где с собаками выходит, чтобы они хотя бы информацию о количестве животных, особенно о крупных собаках, предоставляли в муниципалитет, и можно было как-то скорректировать свою политику. Надо думать, надо смотреть. Да, очень сложный вопрос, еще и в связи с этим законом усложнился еще более, мне полномочий кажется. города для того, чтобы ввести какие-то сборы с граждан, сегодня недостаточно. На уровне республики такой закон почему-то упорно не хотят принимать. Ну, федерального закона мы ждем, его нет, вместо него есть закон Бурматова. Понятно. Нет готового решения в данном направлении. Да, это надо людей разработать. Не воспитаешь единовременно. Но попробовать можно поработать у нас же есть у города Якутска целый ряд депутатов в парламенте республики, то есть которые живут на территории города Якутска. Мы там только от округов выбираем от избирательных целый ряд. Это больше 10% депутатов ЛТУМЭН являются городскими. Можно через них попробовать разработать региональный закон, который бы ужесточил требования к владельцам животных. Хорошо было бы. Но есть еще одна проблема. Есть проблема в том, что у нас некоторые законы принимаются и потом существуют для галочки. Их трудно заставить соблюдать. Принять закон несложно, принять нормативный акт несложно. Там, Гордума может выпустить НПА какой-то там с требованиями к владельцам животным. А вот обеспечить его принудительной силой государства, то есть заставить людей его исполнять, вот с этим всегда возникает проблема. Поэтому, конечно, в идеале нам нужен федеральный закон, за исполнением которого бдила бы и полиция, и прокуратура. За соблюдением местных нормативно-правовых актов они реагируют не так внимательно. Но будем работать, будем двигаться в этом направлении. Все равно это нужно делать. Конечно. Хоть в какой-то части надо сдвигаться. Может быть, надо попробовать поработать, например, от противного. То есть сначала ввести систему поощрения для людей, которые регистрируют своих животных. Да? Начать с того, что создать информационную систему по регистрации животных домашних. И поощрять людей за то, что они сами официально приходят и декларируют своих животных. Например, выделять им талончики на бесплатную вакцинацию. У нас сегодня город время от времени объявляет бесплатную вакцинацию, и люди, кто хочет, тот приходит и собаку вакцинирует. Информация не систематизируется и не собирается. Вот, может быть, если превратить вот это вот участие в бесплатной вакцинации для домашних животных в систему поощрений, что для того, чтобы получить ее, ты должен официально зарегистрировать в городской информационной системе собаку. Вот, может быть, тогда заработает. Я много изучал сайтов крупных городов Российской Федерации и региональных центров по собачьему вопросу. Нигде нет готовых решений. Но мне понравилась автоматизированная АИС-система Ханты-Мансийска. Вот там, если собака попадает, неважно, бродячая или хозяйская, попадает в эту систему, то отслеживается почти весь ее жизненный путь, там, где она, как. И, может быть, даже
обменяться опытом, позаимствовать эту систему или нанять местных разработчиков. Мы же все время хвастаемся, что у нас IT-индустрия мощная. Ну, не говорите. Да, почему не дать заказ тому же IT-парку, чтобы разработали небольшой, довольно легкий и понятный софт и начать хотя бы аккумулировать все данные о животных, чтобы проще понимать, как они, у кого, сколько прошло через пункт. Будем надеяться. Попробуем. Будем искать разные варианты. Хорошо. Так, и последний вопрос, который касается вот именно проблем, которые я вижу, да, считаю наиболее острым. Это создание комфортной среды для горожан, главным образом детям и пожилым. У нас очень мало зеленых зон, парков, скверов, да. Весь город застроен, ну, скажем, жилыми домами и торговыми центрами в том числе. Но скверов, зеленых парков очень мало. Скажем, ну, площади у нас есть, но тем не менее детям и пожилым, как бы для детей и пожилых вариантов мало совсем. Не каждый может, пожилой человек может выйти недалеко от дома отдохнуть, например. Это при том, что город погубил бесчетное количество саженцев. У нас же было одно время требование, чтобы ежегодно высаживали не меньше 10 тысяч саженцев в городе Якутске. Ни к чему хорошему не привело, только погубили огромное количество деревьев, потому что высадить их мало. Надо же посмотреть, чтобы ухаживать, чтобы прижились, да. особенно первые 2-3 года, чтобы пошли в рост. Поэтому надо, во-первых, изменить, конечно, подход к озеленению. Возможно, нам необходимо воссоздать, у нас раньше была должность такая при муниципалитете, было отдельное предприятие, городское озеленение, МУП, по-моему, «Зеленый город» или МУП «Зеленоград» назывался. Почему-то хороших результатов так и не показал, и его просто ликвидировали, упразднили, и теперь у нас нет человека, который бы целенаправленно отвечал за озеленение в городе. Возможно, необходимо эту должность восстановить. Я, по крайней мере, буду рассматривать этот вопрос. Далее, нужно изменить вообще подход, конечно, к имеющимся зеленым насаждениям. Каждый раз, когда начинаются какие-то ремонтные работы, дорожные работы, совершенно безжалостным образом вырубаются деревья, те немногие, которые у нас прижились за долгие годы. Это недопустимо, необходимо каждый случай рассматривать отдельно. В городе не хватает зеленых зон, поэтому просто вырубить деревья, потому что они там мешают строителю технику развернуть, ну неправильно, надо смотреть. Может быть, где-то стоит подкорректировать проект, чтобы появился карман для многолетних прижившихся тех же берез. Далее, надо смотреть, где как озеленять. Вот говорят, что в Якутске ничего не растет, потому что засаленные почвы. Ну, во-первых, что не растет, неправда, где-то же растет. То есть какие-то почвы можно заменить, привести дополнительный грунт, где-то не годится, где не вырастает береза и черемуха, можно попробовать садить тот же тальник, который приживается везде. Просто с умом подходить, тем более светлые умы, светлые головы в этом плане у нас есть. В Ботсаду прекрасные специалисты, которые, по-моему, что угодно могут вырастить. И если уж у нас под городом Якутск, в городе Якутске, нет, не в городе Якутске, по-моему, в Покровске, да, люди ухитряются виноград выращивать. Да, да и в Намцах, везде. Да, то говорить о том, что в Якутии не вырастает, ну это неправильно. Не везде виноград, но озеленить город можем. Поэтому и нужно поощрять как-то предприятия, которые сами проявляют инициативу по благоустройству и озеленению своих территорий. Это вот то, что касается в целом сохранения озеленения. А то, о чем вы говорите, комфортная среда для людей, это касается уже, наверное, так называемых общественных пространств. Да. У нас их не так много, и принцип иногда такой, что вот лучше мы какой-то маленький пятачок сделаем, и вот это общественное пространство, нате, гордитесь. Мне кажется, надо уходить от этого и делать упор на большие проекты. Чтобы действительно, ну пусть это будет, не будет пятачок в каждом районе, в каждом там дворе или на каждые 5 дворов, но пусть будет на район одна большая зона, где люди могут гулять, где мамы могут с колясками гулять, старички там на лавочках посидеть. Вот это надо рассматривать и, конечно, поощрять инициативу встречную. Вот, например, такая общественная зона могла появиться на 203-м микрорайоне. Там есть сейчас овраг. В свое время предприниматель Арсен Томский, наш крутой айтишник, основатель Индрайвера, основатель портала Якоты.ру, он предложил городу $1 миллион, чтобы этот овраг засыпать и построить на его месте хорошую, там, ну, что-то вроде, может быть, не парковой зоны, но зеленой зоны.
И по тем временам, это был 2018 год, $1 миллион это было 68 миллионов рублей. Ну, огромная сумма для бюджета, я считаю, очень. И, конечно, я считаю, что мэр должен был просто вот пойти немедленно к нему, сказать: Арсен, молодец, спасибо тебе большое, вот мой зам по развитию территорий, вот это главный архитектор, давайте обсуждать, как мы будем это делать. Но вместо этого там началось это: покажите проект, а что вы можете предложить, а как это выглядит. Человек разочаровался, ушел, у города остался овраг, не появилась зеленая зона. Вот так нельзя быть. Инициатива должна поощряться. Понятно. Ну, архитектура города тоже не радует. Общалась я с одним архитектором, он недоволен был, скажем так, если мягко. У нас одно время крыльцо, которое вело в архитектуру, было самым убитым в городе. Оно еще полностью было раздолбано. Это бывшая гостиница Якутск, вот там находилась архитектура. И к нему еще вел подъездной путь, который был в еще более ужасном состоянии. И когда я там занимался вопросом залога и приходил на прием к архитектору, я говорю: слушайте, ну вот вы выступаете везде, рассказываете про биеннале, про муралы, про современные архитектурные формы, общественное пространство. Ну, у вас же самое убитое крыльцо в городе, но это же вопрос престижа и уважения. Как вы можете вещать про прекрасном и рассказывать, что у людей нет вкуса, когда вы на работу себе поднимаетесь по совершенно ужасной лестнице? У человека просто доверие не может возникнуть к вам. Тут вопрос чести даже хотя бы за свой счет это крыльцо отремонтировать. И поэтому я слышала, что архитектура, конечно... Ну, вообще с якутская архитектура в очень сложных отношениях находится, потому что у нас же старый город. 389 лет, я тут недавно на дебатах ошибся, случайно оговорился, ты сказал 386 меня, все поправляли пальцем, тыкали, 389 лет, скоро будет 400. И город старый, город застраивался очень неравномерно и хаотично, и, несмотря на наличие генплана, единой плановой застройки не было, и вот получился как получился. И, к сожалению, к большому сожалению, что власти при развитии города не уделяют внимания именно вопросам озеленения. То есть квартальная застройка планируется, вопросы озеленения там вторичные, третичные, вопросы досуговых зон вторичные, третичные. 203-й микрорайон, огромный человейник, более 11 тысяч людей там живет. Он тесный, скученный, в дворах невозможно вообще пройти, потому что они просто забиты машинами, ничего не рассчитано, никакие нормативы не выведены. Какое там озеленение может быть? И это неправильно. Ну, нужно более четко подходить к квартальному планированию и предусматривать там и досуговые зоны нормальные, не маленькую узенькую газончик прямо под домом, а именно нормальную зону на несколько дворов, одну, но хорошую зону, где люди могут хорошо проводить время. И вопросы, конечно, озеленения. А решение принимает кто в этом вопросе? Ну, у нас комиссия есть или нет, или есть, что? утверждаются эти планы планирования, проекты планирования территории, утверждаются ДЗРТ, и город в этом принимает активное участие. Поэтому город должен просто жестче обозначать свою позицию и больше требований предъявлять к застройщикам. У нас сейчас при планировании и застройке территории у нас доминирует позиция, чтобы как можно больше квадратуры впихнуть, потому что квартиры стоят хорошо. В Якутске очень высокая стоимость квадратного метра жилья, а благодаря дальневосточной ипотеке очень сильно вырос ценник на рынке недвижимости. Поэтому вот первичный интерес – это как можно больше квадратов запихать, а все остальное горе синим пламенем. В результате получаем то, что получаем. Ни социальной инфраструктуры, ни нормальных зон отдыха, ни нормального озеленения. От этого надо уходить. Мне нравится микрорайон, новый микрорайон Прометей. Мне как-то вот проездом бываю иногда, и как-то вот кажется, что грамотно подошли. Господин Сальва, строитель опытный, и как бы своим делом болеет. Это пример, когда человек проявляет определенную социальную ответственность. Вот таким застройщикам надо давать. Да, таких застройщиков надо поощрять. Вот сейчас планируется строить огромный новый микрорайон, больше 203-го на ДСК. Если зайду в мэрию, планирую проконтролировать, чтобы вопрос наличия досуговых зон и озеленения там был учтен. Потому что иначе получить второй человейник, как на 203-м, неправильно. Люди должны жить в нормальных условиях. Да. Я понимаю, что город — это каменные джунгли, но мы немножко другой ментальности люди, мы люди северные, у нас с природой особые отношения, поэтому... Совершенно верно. Поэтому не каменные джунгли должны быть. Хорошо. Ну все, я хочу напоследок задать вопросы личного характера, Да, скажем так. Вы мне интересны, во-первых, как
профессиональный журналист, Мгм. как политолог, ну и как преданный своему делу человек. Мгм. Ага. Почему вы не вступили в ряды «Единой России»? Ведь даже 30-летние понимают, что это очень выгодно. Ну, потому что я не мыслю категориями выгодно, невыгодно. Партия, если ты вступаешь в партию, ты должен быть идеологически ее сторонник, ты должен быть идейно убежденный. Я не вижу у себя общей идеологии с партией «Единая Россия», поскольку она является, ну, по сути, это является партией номенклатуры. Это партия чиновников, партия, которая помогает удерживаться у власти определенному режиму, и поэтому она мне не симпатична. Ну, кроме того, допустим, даже если там идеологически совпало, вступаешь в партию, на тебя начинает действовать так называемая партийная дисциплина. Ты в первую очередь обязан соотносить свои действия с интересами, потребностями и нуждами партии. Я хочу действовать в интересах людей, а не партии. Поэтому даже если бы я был, например, меня выдвинула «Справедливая Россия», но я в партию не вступил, но даже если бы я был членом «Справедливой России», в случае избрания мэром я бы приостановил свое членство в партии, потому что партия главы города – это горожане. И я никогда не хотел строить карьеру, у меня никогда не было каких-то чрезмерных амбиций, в том числе политических, поэтому нет, «Единая Россия» для меня не вариант. Понятно. Так, вам наверняка предлагали какие-то высокие должности. Не здесь, так за пределами республики. Что вас остановило? Нет, прям высокие должности. Ну, не высокие не должности, но предлагали. какие-то предложения все равно наверняка были интересные. Были предложения поработать в крупных медиахолдингах в Новосибирске, в большом частном холдинге в Москве. И было предложение поступить на службу в департамент предпринимательства Москвы, но оно было давно. Тогда я только запустил проект «Дикое поле». Ну, не только запустил, несколько лет уже прошло, он успешно развивался, и я за него получал профессиональные награды. И деятельность по популяризации предпринимательства и по медийной поддержке, она была необычной, аналогов было мало, и поэтому как бы я на выездах, встречах, семинарах всевозможных познакомился с представителями этого направления правительства Москвы, и как было озвучено предложение: не хочешь ты переехать к нам? Но я не захотел. Якутск — это мой размер, мне здесь нравится. Это по меркам России не самый большой город, по меркам Якутии он, конечно, мегаполис, но он очень кипучий, он живой, здесь столько жизни, понимаете. И здесь я чувствую, что я оказываю влияние на процессы. Здесь мое слово имеет определенный вес, меня часть людей поддерживает, часть критикует, но я нахожусь в движении, и мне это нравится. Поэтому нет, мне здесь хорошо, это мой город. Хорошо. Так, вы принципиальный и смелый журналист, ведущий активную борьбу против всех видов коррупции. Кого из бывших глав республики и столицы вы назвали бы самым честным, некоррумпированным? Честным, некоррумпированным. Ну, Михаил Ефимович никогда не был замешан в личном обогащении, как бы и к нему относились так, и когда он был руководителем региона, и когда он ушел с больших политических должностей, к нему относились как к живому патриарху политики, и у него просто не было никогда потребности что-то там себе нахватать, чтобы потом это демонстрировать. Хорошо. С его окружением периодически вспыхивали скандалы, но сам он не производил впечатления человека, который залезет в бюджет, чтобы себе что-то украсть. Вячеслав Анатольевич Штыров никогда не производил впечатления человека, который замешан в коррупционных схемах. Ну, у него стиль руководства такой директор предприятия. Вот это его во многом подвело. Он пытался управлять республикой как огромной корпорацией. И поэтому он утратил массовую поддержку населения. Люди просто не понимали его стиля, не понимали, почему человек так ориентирован на экономические процессы. Но у Вячеслава Анатольевича Штырова была некрасивая история с так называемой ИГ Алроса, инициативная группа, потому что он попытался под нее завести все золоторудные месторождения, и вмешалась Генеральная прокуратура, надавала по рукам, и это был некрасивый момент. В коррупции никто никого не обвинил, но момент был некрасивый. То есть была явная попытка наложить руки на все золото Якутии. Поэтому, наверное, был ли там личный интерес, я не знаю. Может, он действительно мыслил категорию, что нужно создать что-то вроде такого надконцерна,
который позволит республике получать больше доходов от золота. Была ли личная заинтересованность, не могу сказать. Ну вот. Из глав столицы. Из глав. Юрий Вадимович Заболев. Его не очень любят, считают, что его период правления был такой серый мэр. Никто толком не запомнил, что он делал. Ничем он таким ярким гражданам не запомнился, кроме того, что в его мэрство Егор Афанасьевич лично пытался решать вопросы свалок, несанкционированных на территории города Якутска. Но при этом Юрий Вадимович себе ничего не нажил, себе в карман ничего не положил. Вот что у него было на момент прихода к мэру, вот с тем он, собственно, и ушел. Поэтому наверное, Сардана Владимировна Авксентьева, потому что она работала под двойным контролем, то есть с одной стороны к ней были высокие общественные требования, а с другой стороны ее постоянно за ней следили все государственные медиа, правоохранительные органы к ней ходили в кабинеты чаще, чем к себе на работу. Поэтому, ну вот, наверное, эти двое. Спасибо. Какой ваш общий трудовой стаж? Я работал еще, будучи студентом, начал работать, но там были такие в основном подработки, а с 98-го года, по-моему, это был уже даже чуть раньше, с 97-го года, это был 3-й курс университета, я начал работать сначала на политические организации, это было результат прохождения политологической практики. С 98-го года я начал работать в Якутске вечернем, сначала как стажер, через полгода как штатный корреспондент, через год уже я, по-моему, первый раз замещал главного редактора как заместитель. Ну вот, получается, больше 20 лет. Как много планерок и совещаний мэрии вы посетили за это время? Ну, хватает. Я же председатель Координационного совета по предпринимательству при главе города, то есть я сам только провожу совещания не реже одного раза в месяц в большом зале администрации, мы там собираемся. Ну и я регулярно ходил на планерки, регулярно ходил на совещания, иногда как приглашенный эксперт, иногда как общественный деятель, чаще как журналист, который оттуда потом писал материалы и репортажи. Много, и я могу вам сказать, что, конечно, запредельное количество совещаний у нас проводится, то есть утром планерка у чиновника, после этой планерки, на которой все съезжаются, да, например, планерка у мэра, да, на которой съезжаются все руководители, потом эти руководители приезжают к себе на предприятие, собирают подчиненных, при них проводится планерка, значит, потом эти руководителей собирают, и вот так вот весь день проходит в череде совещаний, потом тебя вызовут в правительство, ты там участвуешь в совещании, потом выяснится, что запланировано какой-нибудь ВКС с участием либо других городов, либо Москвы, и у них весь день проходит в совещаниях, слишком много. Но я не вижу себя кабинетным мэром, я планирую работать в поле, планирую постоянно выезжать в город, посещать округа, посещать муниципальные предприятия, чтобы лично видеть, как там работает, с какими проблемами они сталкиваются, там, чем может помочь администрация. Не нужно столько времени тратить на совещания. Тем более сейчас, когда есть возможность проводить их чуть ли не из машины по видеоконференц-связи, отрывать людей, чтобы он бросал свое предприятие, ехал к тебе 15 минут, город, слава богу, небольшой, не Москва, там 2,5 часа ехать, но ехал к тебе 15-20 минут, потом с тобой сидел, потом ехал обратно. Но это же куча времени теряется. Согласна. Много совещаний, много планерок – это зло. Это попытка изобразить наличие контроля, при том, что люди, пока там сидят, они фактически не исполняют свои обязанности. Имитация бурной деятельности, как говорят в народе, да? ИБД. Так. Спасибо. Вам спасибо. За исчерпывающие ответы. Я действительно считаю вас большим профессионалом. Я не сомневаюсь в том, что вы знаете изнутри всю работу муниципалитета. Да, но при этом я в нашем разговоре регулярно говорю, что надо посмотреть, надо подумать. Очень много вопросов и готовых решений нет, потому что для того, чтобы обладать вот готовыми, прям уже выверенными решениями, оформленными для принятия, необходимо иметь доступ ко всему массиву данных. Я пока сужу снаружи. Хотя у меня огромный опыт наблюдения за тем, как развивалось наше хозяйство. И при мне же приходили все мэры, при мне не уходили. Я знаю, с чем они приходили, с какими проблемами сталкивались, как их решали. Но все-таки для того, чтобы
принять законченное решение, нужно знать еще информацию изнутри, нужно иметь доступ к массиву данных. Поэтому, возможно, я сегодня в разговоре с вами слишком часто говорил, что надо подумать, что готового решения нет. Но это от того, что я не хочу давать обещаний, которые не выдержу. У меня, помимо того, что есть желание выиграть выборы, у меня еще есть коварный план. Я хочу ходить по улицам города Якутска, и чтобы люди мне при встрече под ноги не плевали. Потому что ты пообещал, ты ничего не сделал, мы тебе не верим. Поэтому я стараюсь давать только те обещания, которые, уверен, что смогу сдержать. Давайте прощаться. Күнді көрәтшілер, кемияға қоластырғытын үшігейдік толқойдан, бұбарға көқтөқтік күттің туара тұрмаң. Ким корат онна нехиленне иннигер әлбәқ үтуеләқ ол кайдын. До свидания. Мақтал. До свидания.